Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок русского языка в 3 классе. Урок 60. Тема «Мои достижения». На этом уроке я понимаю отличие главной и второстепенной информации, умею строить высказывания по теме, умею сопоставлять прочитанный, услышанный сюжет с жизненной ситуацией, могу писать связные предложения и создавать постеры. Использую в речи и на письме местоимения, слова, обозначающие количество и порядок предметов, слова действия. Упражнение 1. Прочитай по ролям в паре с одноклассником. Привет, Петя. Привет, ребята. Чем вы занимаетесь? А мы так здорово играли. Налили целую ванну воды и пускали кораблики, а потом наполнили водой водяные пистолеты и пошли на улицу. А кран закрыли? Зачем? Воды и так много. Пусть себе течет, потом закроем. А что потом делали? Брызгали друг в друга из водяных пистолетов. Сколько воды налили, зато весело было. Обсудите поведение мальчиков. Правильно ли они поступают? Запиши в тетрадь свое мнение. Нет, они поступают неправильно. Я думаю, что воду нужно экономить. Для этого нужно закрывать кран, потому что может закончиться вода. Упражнение 2. Вставь пропущенные слова. Қалып кеткен сөздерді орнына қой. Перепиши стихотворение. Подчеркни в последнем предложении слова действия. Назови их вид и действие. Слова в помощь. Керекті сөздер. Вода, бежит, капает, закрываем, кран, понимаем. Теперь перепишем стихотворение. Вода – источник жизни, всякий знает. Вот только понимаем не всегда. Кран за собою плохо закрываем, и все бежит, все капает вода. Слова действия «бежит», «капает» – это глаголы несовершенного вида. Упражнение 3. Ответь на вопросы. Кто нуждается в воде, не может жить без воды? В воде нуждаются люди, животные и птицы, насекомые, растения. Для чего людям нужна вода? Что они делают с ней? Готовят пищу, пьют, моются, стирают белье. Какая бывает вода? Дополни предложение. Поставь вопрос. Вода бывает пресной, соленой, жидкой, твердой. Упражнение 4. Прочитай и сделай вывод. Прочитай предложения и выпиши слова, обозначающие количество литров. Сөйлемдерді оқып, литр санын білдіретін сөздерді көшіріп жаз. Сколько воды расходует один человек в сутки? Бір адам тәулігіне неше литр су жұмсайды? Мытье рук с включенным краном 6-8 литров. Принятие душа 10 минут. 80-100 литров. Чистка зубов с включенным краном 5-6 литров. Приготовление пищи 7-9 литров. Стирка белья 60-80 литров. Другие нужды 20-25 литров. Экономия – это не жадность, а экологическая культура человека. Нурсултан Назарбаев. Теперь выписываем слова, обозначающие количество литров. 6-8 литров, 80-100 литров, 5-6 литров, 7-9 литров, 60-80 литров, 20-25 литров. Человек расходует в сутки 178-228 литров воды. Упражнение 5. Подбери. Запиши предложения с пропущенными местоимениями, которые легко восстанавливаются по форме слов действий. Көп нүктенің орнына керекті местоимениелерді, есімдіктерді қойып, сөйлемдерді оқы. Я нарисую море. А ты что будешь рисовать? Когда он или она приедет? Завтра мы пойдем на речку. Кого вы ждете? Почему вода испаряется?
Упражнение 6. Подумай. Оно может быть темным, грозным, бескрайним, теплым, соленым, лазурным. Это море. Она может быть длинной, полноводной, спокойной, пресной, грязной. Это река. Он может быть веселым, быстрым, чистым, горным, маленьким. Это родник. Запиши эти слова, укажи род, число. Море, теңіз, средний род, единственное число. Река, өзен, женский род, единственное число. Родник, бұлақ, мужской род, единственное число. Упражнение 7. Сравни, салстыр. Прочитай тексты первый и второй. Первый текст. Наступила весна, тает снег, журчат ручьи, светит солнце, летят птицы. Второй текст. Наступила ранняя весна, тает последний снег, журчат веселые ручейки, светит ласковое солнце, летят перелетные птицы. О чем первый текст? О чем второй текст? Чем отличается первый текст от второго? Первый текст о весне и второй текст о весне. В первом тексте идет повествование, во втором тексте добавлены слова-признаки, они придают тексту значение описания. Найди в первом тексте слова действия несовершенного вида. Подчеркни, как ты догадался. Слова действия несовершенного вида тает, журчат, светит, летят. Что делает? Что делают? Упражнение 8. Исследуй текст. Леночка, говорит мама, вымой руки, они у тебя грязные. Но ведь ты же сама говорила, что нельзя расти белоручкой. Ответь на вопросы. О чем мама попросила Леночку? Мама попросила Леночку вымыть руки. Почему Леночка не выполнила просьбу мамы? Леночка ответила маме, что нельзя расти белоручкой. Так сказала мама Лены. Найди разные значения слова «белоручка» в справочнике, в интернете, в толковом словаре. Белоручка – человек, чуждающийся физического труда, грубой или грязной работы. Белоручка – қазақша ақсаусақ. Жұмыс істеуден қашатын адамды айтамыз. Ребята, на этом мы закончили этот урок. До свидания, до следующей встречи.